Этот год прошел для Коми под знаком 100-летнего юбилея. Наиболее значимые события в культурной жизни региона прошли с посвящением ему. Власти постарались вывести этот праздник за рамки территориальных границ республики. В Москве пассажиры метро могли побывать в Коми. В Санкт-Петербурге прошли Дни республики. Наш ансамбль «Асья-Кэ» выступил в жарком Дубае. Анна Зубарева напомнит, как это было. Он словно вышел сюда из душных кабинетов обкома партии. Вдохнуть речного воздуха, почувствовать лучи августовского солнца на щеках, посмотреть на родной город. Главный культурный подарок жителям столицы в день столетия региона – это однозначно Иван Морозов, сохраненный в веках. Первый секретарь Коми обкома КПСС, человек-легенда. Про него по-другому не скажешь. Монумент установили в Кировском парке Сыктывкара, а изготовили в Санкт-Петербурге в одной из старейших советских мастерских. Было у нас около 10 эскизов сделано. Там и сидящие были, и всякие разные. И почему все-таки решено, чтобы он стоя был? Мы, естественно, его биографию наблюдали, изучали, общались с людьми, которые хорошо его знали, и родственниками. И это та личность, которую нельзя посадить, понимаете. Бывают люди энергичные, динамичные, то есть люди, действительно идущие вперед и в будущее. Открытие памятника долгие годы ждали близкие и родные Ивана Павловича. Об этом говорили не одно десятилетие. Как дань памяти, как знак уважения, как простое человеческое спасибо за все, что сделано Морозовым за 22 года служения родной республике. А это уже Ухта. Здесь тоже аккурат в юбилейный день открыли выставочный зал художников, которого так не хватало жемчужине Севера. Все очень красиво, очень потрясающий выставочный зал открылся. Не хватало такого помещения как раз для музея. Это, по-моему, самое оно. На столетие республики тем более. Изменился до неузнаваемости Ухтинский центр творчества имени Корчевского. Яркие и светлые помещения кружков и секций. Просторный коворкинг, почти полностью остекленный спортзал. Преображение оценили все. В том числе экс-министр культуры республики Сергей Емельянов. Уроженец Ухты и частый посетитель Дома пионеров, он помнит эти интерьеры совсем другими. Особенно оценил модельную библиотеку центра. То, что было в моем детстве, конечно, это не то, что мы видим сейчас далеко. Мне, как председателю Совета по культуре Северо-Запада, приятно до сих пор осознавать, что Республика Коми продолжает быть лидером библиотечных изменений в стране. Со столетием Коми жители республики поздравили и артисты Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Пятницкого. В репертуаре коллектива подлинные русские народные песни, композиции в современной обработке, авторские произведения, плясовые и хороводные мотивы. Артисты посетили Сыктывкар, Воркуту, Инту, Печору, Усинск и Ухту. Такой проект у нас в Республике Коми он впервые при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И основной организатор – это федеральное учреждение «Росконцерт», которое, зная о нашем вековом юбилее, пошло нам навстречу. И такой беспрецедентный тур нам предоставило такого замечательного коллектива. Но не только мы принимали гостей. Наши артисты гордо представляли регион за его границами. Театр оперы и балета показал Москве и Питеру национальный бренд. Балет «Ягморт» Якова Перепелицы в 5-й редакции. В Белокаменной и городе на Неве этим летом вообще случился коми-театральный бум. Лучшие постановки, русская и зарубежная классика, разные театральные школы. Объединяло одно – всегда аншлаг. Очень тепло принял зритель. Все-таки мы представляем профессиональное искусство. Это достаточно хороший профессиональный уровень. Вот смотрите, спектакль заканчивается, и минут 7-8 идут аплодисменты. Ключевым культурно-имиджевым проектом векового юбилея Коми стал запуск брендированного состава вагонов московского метро. Миллионы пассажиров, москвичей и гостей столицы за полгода поездок по Арбатско-Покровской линии узнали об уникальности нашего региона. Одна поездка по синей ветке в
в таком составе – это мини-путешествие на вершину уральских гор Монорагу, на плато Мань-Пупунёр или в край старообрядцев самобытную северную Усть-Сельму. Первый исторический рейс в поезде Коми-100 стал и самым музыкальным. Марья-Моль от Осякы в разных вагонах и в разные моменты, и даже во время интервью с главой Коми. А передвижная выставка «Природа, традиции, люди» побывала в каждом регионе России. Фотопроект открыл неповторимую красоту севера. Рассказал всей стране о наших вековых национальных традициях и самобытной культуре. Думаете, на этом все? Берите выше. Сама Останкинская башня, высочайшее сооружение Европы, окрасилась в цвета флага Коми больше 5000 раз. А кто в этом году точно поймал кусочек лета, так это государственный ансамбль песни и танца «Осякы». Артисты побывали с гастролями в солнечном Дубае. С традициями и обычаями северного народа они знакомили участников мировой выставки «Экспо-2020». В жару под 40 и меховых малицах эту поездку они однозначно запомнят на всю жизнь. Все фотографировались, все нас снимали, их восхищали наши костюмы. Просто потому что только двери открываются, они все заходят, и мы стоим. Мальчишки на сцене в шаманских костюмах, мы по периметру в малицах. И каждый, кто не заходил, они сразу же снимать начинают нас. Кто-то ближе, кто-то дальше, кто-то долго, кто-то фотографировался. То есть это была реакция сразу же, потому что вот в этой южной стране за счет контраста вот нашего северного колорита мы, наверное, очень сильно выигрышно смотрелись. Засветились наши лица, в том числе на федеральном телевидении. Один из выпусков легендарного шоу «Поле чудес» был посвящен столетию Коми. Мы угостили Леонида Аркадьевича Печорской семгой, строганиной и морожкой со сливками. А право представлять регион досталось самым достойным. Так, среди участников первой тройки игроков экс-начальник Ижемского аэропорта Сергей Сотников, стараниями которого в 2010-м удалось избежать потерь во время аварийной посадки самолета Ту-154. Я, как говорится, по инициативе своей содержал взлетную полосу. Так это о вас писали газеты? Да-да-да. Ребят наградили, и вас ведь наградили? Да-да, медалью ордена второй степени заслуги перед Отечеством. В юбилейный год мы еще раз всем доказали. Республика богата природой, историей, а самое главное – людьми. Людьми творческими, самоотверженными, открытыми ко всему новому и трепетно относящимися к старому. В конце концов, наша культура уникальна. И уж точно такого отношения к себе заслуживает.